Проект у нас заканчивается где-то в конце года, но решили мы одно сегодня крупное мероприятие такое сделать. Еще будет второе, это будет где-то в конце года. И поэтому 14 декабря он объявлен же как День башкирского языка по всем башкирским народам по миру. И это закрытие уже будет 14 декабря. И сегодня мы решили начинать закрывать именно год башкирского языка. Проект «Башкирский язык. Изучаем, читаем, поем» привлек к себе достаточно много народу. Охотно присоединились как уже взрослые люди, так и молодежь. В режимах онлайн и офлайн с апреля по декабрь проходили уроки по изучению языка, мастер-классы по игре на народных инструментах, кубызи и кураи, по изготовлению башкирско-народной куклы и многое другое. По национальности я вообще-то татарка. Но эти два языка, они близки друг другу. И у меня было много... Я родом из Челябинска города, приехала сюда, в Каменск-Уральский, по направлению. И у меня было много друзей, подруг, башкир. И поэтому я вот, когда приходила, например, к подруге в дом, у них говорили на башкирском языке. И я чувствовала, что эти два языка очень близки. И мне нравилось, что я понимаю и тот язык, и другой язык, но есть некоторые нюансы. И поэтому я все эти вот уроки, которые Юлия нам преподносила, она, между прочим, неплохо преподает. И я с удовольствием их слушала, смотрела и как бы для себя это изучала, естественно, и находила много общего, и это для меня было очень интересно. Башкирский язык, он красивый язык. Вот у меня бабушка разговаривает на башкирском, слушаешь, и приятно становится, когда она разговаривает, там, смеется, улыбается. И эмоции все на башкирском, они как бы глубже, ты чувствуешь их глубже. Мероприятий состоялось немало. Все они увлекательны и полезны. И, конечно, не обходились без почетных гостей. В этот раз конференцию посетила заслуженная поэтесса Республики Башкортостан, главный редактор детского журнала «Ак-Буз-Арт» Лариса Абдулина. Сегодня я прибыла на это мероприятие, где мы будем говорить про башкирский язык, про башкирскую культуру, про башкирскую периодику, которую я представляла. Это детский республиканский журнал «Акбузат», про башкирскую литературу. Главой Республики Башкортостан Ради Фаричем Хабировым принято было решение, и с этого года в регионах России открыты историко-культурные центры, которые также будут способствовать изучению, развитию башкирского языка, культуры. Это немаловажно вот сегодня, когда мы говорим, что много у нас молодежи, детей уходят в гаджеты, и где очень мало информации на башкирском языке, но сейчас мы пытаемся все это заполнить, вот этот пробел. Впереди еще не одно значимое мероприятие – завершение проекта. Оно состоится 14 декабря в День башкирского языка.